О событиях уходящей пятницы, 19 сентября, в материалах наших корреспондентов. Вы смотрите программу «Итоги дня» в студии Надежда Саханская. И вот о чем мы вам расскажем. В республике обсудили переселение граждан из аварийного жилья. Программа реализована на 81%. Федеральный бюджет обеспечит все обязательства, независимо от внешних ограничений. Такое заявление сделал министр финансов страны Антон Силуанов. Пожалуй, знаковое событие для всего Дальнего Востока состоялось в Приморском крае. Там открылся первый региональный филиал Национального центра «Россия». От дружбы в спорте к миру на земле спортивные игры «Дети Азии» отмечают свой 30-летний рубеж. Якутия – победитель первых военно-тактических соревнований «Путь воина». В ожесточенной битве отряд «Ботур» одолел соперников из Тюменской области. Российские власти продолжают поддерживать программы семейной, льготной и дальневосточной ипотеки. Однако расширение этих программ может спровоцировать рост инфляции и увеличение бюджетных затрат. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций. Президент обозначил главными задачами нормализацию ставок в банковской сфере и снижение уровня инфляции. Вместе с тем он подчеркнул необходимость сохранения льготных ипотечных условий для нуждающихся граждан и отдельных территорий. Ход выполнения республиканской программы переселения граждан из аварийного жилья обсудили на еженедельном совещании. С начала ее реализации из запланированных 215 домов были введены в эксплуатацию 172. Из них за последний месяц были закончены работы по более чем 10 жилым домам, в которые уже заселились люди. На совещании обсудили наиболее проблемные объекты, ввод которых был запланирован еще в прошлом году, но строительство задержалось по объективным причинам. От проблем с логистикой до оформления необходимой документации. С начала года введено порядка 32 тысяч квадратных метров жилья, это примерно 400 человек получили новое жилье. И до конца года также у нас планируется вот еще 14 многоквартирных домов, тоже примерно такая же арифметика, то есть около 400 человек должны получить жилье. Сегодня мы посмотрели объекты, которые имеют отставание от запланированных сроков. Есть рисковые объекты, которые имеют определенные сложности. Их мы будем тщательно рассматривать и помогать, чтобы эти объекты были все-таки, несмотря на трудности, введены в срок. Первый заместитель председателя правительства Дмитрий Садовников в ходе рабочего объезда провел осмотр главных объектов строительства в поселке Жатай. Ими стали образовательный комплекс «Точка будущего», второй этап Жатайской судоверфи и общежитие на 200 мест для ее работников. Подробности в следующем сюжете. Образовательный комплекс «Точка будущего» – одно из крупнейших мест, где будут учиться несколько тысяч детей с 1 по 11 классы. Его строительство идет полным ходом. Со стороны республики работа ведется по подключению основных коммуникаций. На данный момент уже выполнено подключение света и частично водоснабжение. Видим, что работа идет. И здесь по первой части это у нас заказчиком является администрация поселка Жатай. И подрядчик обязуется, что уверяет, что эти работы закончат, хотя работы должны были быть завершены еще летом. Но мы всецело его поддерживаем. Ну и, конечно, будем до конца требовать, чтобы объект был сдан. В самом Жатае особое внимание обратили на второй этап строительства Жатайской судоверфи, а также постройку общежития на 200 мест для ее работников. В доме будут обустроены 96 комнат, столовая, медблок и прачечная. Параллельно первый цех верфи уже начал свою работу в апреле. Сейчас он завершает свой первый заказ на строительство несамоходной баржи «Саппорелио» для Сунтарского района. На сегодняшний день проводится работа по пусконаладку крановой механизации, 27 кранов и другой техники для производства. На сегодняшний день уже наладка идет. Со стороны китайской стороны поставщика и есть уже работники, которые продолжают работу по обучению персонала, чтобы после ввода в эксплуатацию, чтобы уже люди могли работать, местные специалисты. Также продолжается работа по строительству первого нашего парома для Сунтарского района. Это для сельхознужд. С вводом судоверфи в Жатае смогут собирать до 10 судов и обрабатывать до 10 тысяч тонн металлоконструкций в год, используя новейшее оборудование российского и китайского производства. Все новое, оно заточено под
металл высокой толщины, большой толщины, да, потому что мы предполагаем, что будем строить суда ледового класса. То есть это будет толстые металлы, и все оборудование у нас там, вальцевые станки, гибочные, гильотина, плазменный станок у нас есть, который до 8 сантиметров может резать. В будущем Жатайская судоверфь обеспечит создание современного речного флота для грузоперевозок и займется строительством разборных мостов для всей республики. А точка будущего станет одним из главных центров школьного образования на Дальнем Востоке. Тимур Калмогоров, Джулустан Иннокентьев, Якутск. За все годы проведения прямых линий главы республики Айсена Николаева от жителей региона поступило свыше 10 тысяч вопросов. На часть из них глава Якутии ответил во время трансляции. Остальные обращения были переданы в работу профильных министерств и ведомств. Первая прямая линия состоялась 2 сентября 2018 года, когда Айсен Николаев занимал должность временно исполняющего обязанности главы республики. Последний эфир прошел 27 апреля этого года, в ходе которого жители направили 1437 вопросов. Прямая линия состоится 27 сентября в 7 вечера. Посмотреть прямую линию можно будет на основных телеканалах НВК «Саха», Якутия-24, Россия-24, а также на основных радиостанциях и в социальных сетях главы республики Айсена Николаева. Колл-центр принимает звонки жителей в будние дни с 9 утра до 6 вечера. Также вопросы можно задать через специализированный телеграм-бот. Федеральный бюджет обеспечит все обязательства, независимо от внешних ограничений. В рамках 10-го Московского финансового форума прошла пленарная сессия «Финансовая система. Вызовы и задачи». Участники дискуссии обсудили основные подходы к формированию проекта федерального бюджета на ближайшие 3 года. На 17 деловых сессиях обсудили другие насущные финансово-экономические темы. Так, по словам министра финансов страны Антона Силуанова, прежде всего будут исполнены гарантии государства, как социальные, так и в отношении бизнеса. Также среди приоритетов обеспечение безопасности и национальные цели развития страны. При подготовке проекта федерального бюджета на 26-28 годы поставлена задача содействовать смягчению денежно-кредитной политики, направленную на снижение инфляции. Во всех регионах сейчас идет работа по формированию бюджета на предстоящий период. Параллельно идет работа по формированию федерального бюджета. Мы все должны обязательно, первое условие, сохранить социально ориентированный бюджет, то есть наши средства должны направляться на социальную сферу, и все обязательства, которые государство берет на себя, это касается заработной платы, социальных выплат, пособий, они должны исполняться 100%. На общем собрании парламентской ассоциации Дальний Восток и Забайкалье в Чите спикер Элтумена Алексей Еремеев выступил с предложением распространить программу, предусматривающую выплату в размере 1 миллиона рублей при рождении в семье 3-го и последующих детей на все регионы Дальнего Востока. В 2023 году эта мера поддержки стартовала как пилотный проект в Приморье, а в прошлом году правительство России расширило еще на 7 дальневосточных регионов. Отбор регионов проводился исходя из низкого коэффициента рождаемости 3-х и последующих детей. 3 субъекта, это Забайкальский край, Республика Саха, Республика Бурятия, они остались за бортом данной программы, и они получают, семьи, проживающие в этих субъектах, получают 450 тысяч рублей, как и в центральных областях нашей страны. Практика показывает, что в целом она дает положительный эффект, вот эта вот программа. У нас коэффициент повысился на 4,5% в целом по Дальневосточному федеральному округу. А вот в этих 3 субъектах, наоборот, он упал. И мы сегодня поставили вопрос о том, что нужно, чтобы справедливость восстановилась. Добро пожаловать в медицину. Молодые кадры Якутской республиканской клинической больницы прошли посвящение. С представителями самой благородной профессии познакомилась моя коллега Иржена Гармаева. В этом году больше 2000 студентов-медиков республики успешно завершили обучение. 40 из них решили начать трудовой путь в Якутской республиканской клинической больнице. Сегодня коллектив поприветствовал молодых коллег. И я думаю, что наши дорогие молодые специалисты, они обязательно наберутся опыта у нас. Они начинают только свою трудовую деятельность. И, конечно, мы постараемся, наш дружный коллектив Якутской республиканской клинической больницы создаст все условия, чтобы им было у нас хорошо работать, чтобы было интересно работать. Клянусь, клянусь, клянусь!
Свое слово «трудиться во благо ЯРКБ» дала и Туяра Тимофеева. В больницу она пришла еще год назад как стажер. И вот уже несколько месяцев молодой медик принимает пациентов как врач-эндокринолог. Работа, признается Туяра, ей очень нравится. С самого детства я хотела стать врачом. Самая главная причина – это огромное желание помочь пациентам. Училась в Иркутской государственном медицинском университете, лечебное дело окончила. И вот ординатуру в этом году по эндокринологии. Очень интересная профессия, по гормонам, по обмену веществ, сахарный диабет. Стремление Туяры к знаниям в больнице оценили. В следующем месяце она отправится на стажировку в Московскую область, где будет изучать проблему диабетической стопы. Мы очень довольны, она очень прилежная, старательная. У нее огромный такой интерес к работе. Это очень радует. 40 новых специалистов – значительное пополнение. Такой приток молодых кадров, безусловно, повысит доступность и качество медицинских услуг. Ржана Гармаева, Элита Махно, Якутск. Красками добра в реабилитационном центре для детей в Якутске появилась расписанная стена. Авторами и инициаторами арт-проекта стали родители особенных детей и неравнодушные люди. Собрали средства, закупили материалы и под руководством дизайнера Вероники Готовцевой всего за пару дней превратили стены безликого холла в красивое солнечное пространство. Как говорят участники проекта, это больше, чем роспись стен. Яркие краски на стенах помогут создать в центре атмосферу тепла, уюта и веры в добро. И это важно не только детям, пациентам реабилитационного центра, но и самим родителям, волонтерам проекта. Наши маленькие пациенты, они очень чувствительные ко всем событиям, ко всему, что происходит, окружает. И вот такое красивое, светлое, оно благотворно влияет на психику, на здоровье, на ментальное здоровье наших маленьких пациентов и проявляет их самые лучшие качества характера, здоровья. И они уже начинают меняться в лучшую сторону. Третий ежегодный турнир по высокоточной стрельбе в дисциплине боевой снайпинг, посвященный герою Советского Союза Федору Охлопкову, пройдет в Якутске с 3 по 5 октября. Соревнования организованы под руководством полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Соревнования пройдут в формате первенства снайперских пар, где один участник выступает в роли стрелка, а другой – наблюдателя-корректировщика. Замена ролей в паре и передача винтовок запрещены, что обеспечивает равные условия для всех участников вне зависимости от их статуса и опыта. Выпускники игр «Дети Азии» провели тематические уроки в школах Якутска в рамках празднования 30-летия со дня основания соревнований. Оно ознаменовано подписанием указа о проведении игр «Дети Азии» первым президентом республики Михаилом Николаевым 19 сентября 1995 года. В школе номер 40 состоялась встреча учеников с особенным гостем. Подробности у Даяны Федоровой. Казалось бы, обычный урок физкультуры для учащихся 40-й школы. Но на этот раз учителем выступила выдающаяся спортсменка Розалина Кириллина, серебряный призер Кубка мира, обладательница Кубка Европы 2016 года по стрельбе из лука и выпускница игр «Дети Азии» рассказала, как это событие стало важным этапом в ее спортивной карьере. Также она провела для школьников разминку и серию упражнений. Я лучница сама, и чтобы развить меткость, взяла такую игру. В стаканчик они должны попасть мячиком. И, в общем, эти все упражнения, этапы веселого старта направлены на всеобщее оздоровление детей и на скорость, ловкость, меткость. Ну а для учеников среднего звена президент Международного комитета игр рассказал об истории развития, как соревнования стали трамплином для карьеры многих всемирно известных спортсменов и много интересных фактов. Дети Азии. И то, что я знаю о них, это то, что им уже исполняется 30 лет. На данном соревновании каждые 4 года множество спортсменов из разных стран приезжают на соревнования. Сегодня я на уроке послушал, мне было очень интересно, мне очень понравилось. Всего тематические уроки охватили около 100 школ Якутии. Более 6 тысяч учащихся прикоснулись к истории зарождения главного спортивного проекта республики. 30 лет назад первый президент республики Михаил Ефимович Николаев, подписав указ, я думаю, что даже сторонники и его
команда не могли представить, что через 30 лет проект достигнет таких масштабов. И сегодня игры «Дети Азии» знают далеко за пределами республики. Игры «Дети Азии» были организованы в 1996 году, и с тех пор они открыли путь многим спортсменам к большим достижениям. Спустя 30 лет игры остаются значимой вехой на пути к поддержке молодых талантов. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Во Владивостоке открылся первый региональный филиал Национального центра «Россия». Событие без преувеличения знаковое для всего Дальнего Востока. Новый центр расположился в самом центре города, в здании бывшего океанариума, и создан по распоряжению президента России Владимира Путина. Подробнее о нем расскажет Лиана Осипова. Официальным днем запуска центра считается 4 сентября. Именно тогда с визитом сюда прибыл президент России Владимир Путин. Уже на следующий день двери распахнулись для горожан и гостей Владивостока. За это время пространство успели посетить около 5000 человек. Сегодня здесь работают 40 сотрудников, действует 26 экспозиций. А в память о прошлом здании океанариума сохранился главный большой аквариум. В нем живет осетр по имени Петр. Мы запускаем на базе Национального центра школу юного экскурсовода. Это для наших самых маленьких посетителей. У нас здесь будут действовать постоянные встречи с интересными личностями. Каждую неделю у нас происходит встреча с интересной личностью для школьников. На следующей неделе будет пилот команды «Лада Рейсинг». Будут там и министры, будут и журналисты интересные, будут и работники культуры. То есть все это будет проходить в Национальном центре. Естественно, и крупные событийные мероприятия мы уделяем большую часть им. Большой календарь событий, который сейчас до конца 2025 года. В Национальном центре России все экспозиции представлены в интерактивном формате. На мой взгляд, самое интересное является экспозиция, где можно нарисовать город будущего, а именно город Владивосток. На экране можно выбрать, что нарисовать. Я выберу, например, дом. Можно использовать самые разные формы, самые разные элементы. И через какое-то время рисунок появляется прямо на экране. Экспозиция занимает 2 уровня общей площадью 2500 квадратных метров. Первый этаж знакомит с богатствами, природным потенциалом Приморья, уникальными заповедниками, красотами региона и культурой коренных малочисленных народов. Второй этаж отражает настоящее и будущее: агропромышленный комплекс, транспортные и логистические проекты, образовательные инициативы и культурную жизнь города. Мы являемся, так скажем, филиалом Национального центра в Москве. Там тоже абсолютно все бесплатно. Поэтому, соответственно, экскурсии всегда бесплатно. Регистрация проходит через сайт russia.ru. Для этого нужно выбрать регион Приморский край, афишу, выбрать экскурсию. У нас экскурсия по Национальному центру называется «Открой Приморский край». И зарегистрироваться на то время, дату, которая подходит. Но это только начало. В перспективе здесь появится большой конгресс-холл и просторный фудкорт, где можно попробовать кухни разных народов России. Лиана Осипова, Владивосток. Россия – центр дружбы, сотрудничества и безграничных возможностей. По таким девизам в Нижнем Новгороде проходит Всемирный слет молодежи. Он собрал 2000 молодых людей, 1000 участников из России и еще 1000 из 120 зарубежных стран. Участников уже поприветствовал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Сам слет продлится до 21 сентября. Участниками стали молодые лидеры, развивающиеся в одной из 7 сфер – от медиа, образования, предпринимательства до IT. До конца недели пройдут мастер-классы, лекции, молодежь прокачает профессиональные скиллы и навыки, будут даже нейрогонки. Якутию на Всемирном слете молодежи представляют 5 человек. Возвращаемся в Якутск. Тут подвели итоги 4-го международного библиографического конгресса. Традиционный форум собрал более 900 участников из 15 стран, 85 регионов России. Участие проходило в очном и онлайн-форматах. В Якутии конгресс посвятили столетию Национальной библиотеки республики. В рамках форума обсудили вызовы и возможности, связанные с поддержанием многоязычия. Особое внимание уделили роли библиотек в сохранении и распространении национальных языков и культур. Впервые библиографический конгресс был проведен в 2010 году. Форум проводится каждые 5 лет.
Я принимал участие в секции по сохранности фондов и биологическим повреждениям фондов. Впечатления только положительные. Очень насыщенная программа рабочая была, большое количество докладов, выступлений. И все выступления интересные и вызывают настроение того, чтобы продолжать работать в этом направлении. Первые военно-тактические соревнования «Путь воина» подошли к концу. В финале сошлись представители якутской команды «Ботур» и тюменского отряда «Соболь». Какие испытания предстояло пройти курсантам региональных центров «Воин», расскажет Вероника Таюрская. На пути к финалу отряд «Ботур» в 1-2 вырвал победу у представителей Хабаровского края. А команда «Соболь» в своем полуфинале одолела соперников из Волгоградской области. Первый бой, тот раз, когда состоялся, мы были конкретно посмотрели, свои ошибки устранили, чем надо работать. И ребята, то, что сейчас, когда вчера совещание проводили, разговаривали, ребята очень серьезно они взялись. Финальная битва вышла не менее зрелищной. Команды, зная стратегии своего противника по полуфинальным схваткам, разрабатывали новые тактики. Мы снизу стартовали, мы еще дольше шли. Мы, по сути, наверх поднимались. После верха мы шли направо. Лэп переходили опять же. И там же пустили дрон и смотрели по местности, где противник находится. После дроном обнаружили противников. Якутская команда выработала стратегию разведка боем. Так «Ботуры» отправили 2 участников, что называется, на обмен. После чего, узнав местоположение тюменцев, нанесли решающие удары. Отработали достаточно плохо, несмотря на то, что было слаживание. Действовали все как положено, как было задумано. Это все вылилось в результат, что у противника осталось всего лишь 2 человека в строю. В основном это заслуга, конечно, тех, кто обходил слева, нашего доблестного ДРГ. Но, в общем, работа на 3 из 10. Несмотря на проливной дождь, сильный ветер и холод, команды вели ожесточенную борьбу. За счет грамотно выстроенной стратегии якутская команда «Ботур» обезвредила отряд противника и стала победителем первых всероссийских военно-тактических соревнований «Путь воина». Команда очень сильная. Командир у них хороший парень был, я его знаю. Остальные очень хорошие тоже. Все грамотно, все тихо делали. И даже за спиной за нас оказались. Мы это вообще не ожидали никак. И сразу 4 забрали. Команды показали выносливость, нестандартное мышление, оперативность принятия решений и, конечно же, слаженность работы. Участники соревнований доказали, что могут с гордостью носить звание курсантов Центра «Воин». Вероника Таюрская, Виктор Дьячковский, Якутск. В субботу, 20 сентября, Якутск присоединится к ежегодному всероссийскому забегу «Кросс-нации». Соревнования состоятся на территории острова Малый Хатыстак. В массовом забеге сможет принять участие любой желающий. Участники будут разделены на возрастные категории. Кроме того, состоятся отдельные старты. Забег сильнейших спортсменов, забег среди руководителей и забег людей с ограниченными возможностями здоровья. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Я на этом с вами прощаюсь. Хороших выходных.